С 26 июня по 3 июля в Краснодаре проходил финал Всероссийской спартакиады до призывной и призывной молодежи. В очередной раз достойно и успешно в ней выступила сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа Югры, в составе которой и радужницы. Второй год подряд наши спортсмены показывают высокие результаты в многоборье. В этом году они вновь завоевали трофей победы, несмотря на то, что достаточно серьезную и сильную конкуренцию им составляли 38 команд, приехавших из разных регионов нашей страны. Приятно осознавать, что наша школа многоборья, именно полиатлона, дает такие результаты, очень серьезные. Потому что из 10 человек, представляющих честь Югры, 8 человек было с города Радужного и 2 человека с города Мегиона. Но с города Мегиона тоже ребята занимаются именно полиатлоном, именно многоборьем. 15-летний Александр Сахнов спортом занимается с раннего возраста и сейчас уже не представляет свою жизнь без спорта. Несмотря на свой юный возраст, он состязался в группе с ребятами, которые были старше его на 2 года. Но это не помешало ему показать лучшие результаты по многоборью. Еще в садике я начал хорошо заниматься. Меня заметила тренер по физкультуре. На губернаторских состязаниях еще в садике я начал занимать первые и вторые места. После садика в школе тоже также принимал участие в различных соревнованиях. И свой первый наилучший результат показал в этом году на ГТО. Лучшего результата мне удалось достичь в этом году. Я победил на округе. Сначала проходили соревнования здесь, в Радужном. Я занял здесь первое место, поехал в Ханты-Мансийск на округ и там занял первое место. Вошел в состав сборной округа и в сборной мы поехали в Краснодар. Соперники очень сложные, но ребята видно то, что занимаются, усердно тренируются. И вот после этих соревнований можно делать выводы, то, что нужно заниматься еще сильнее и сильнее, чтобы достичь больших результатов. Я хотел бы выразить благодарность своему тренеру по плаванию Тарасенко Анне Васильевне и тренеру по полиатлону Земцову Владимиру Анатольевичу. Необходимо добавить, что поездка стала возможной благодаря поддержке и финансированию окружного департамента образования и молодежной политики округа и военно-патриотического центра «Росич». Также проходили соревнования по пейнтболу, где ребята стали третьими. Проходили соревнования по военно-прикладной полосе препятствий, где также ребята стали третьими. Буквально там 2,5 секунд не хватило до первого места, полсекунды до второго. Но это такие небольшие нюансы, которые, конечно, нужно исправлять к следующему году. Но у нас в округе, в принципе, ни одной стандартной такой полосы препятствий нет. У нас есть отдельные элементы полосы препятствий, поэтому то, что мы могли сделать с данной подготовкой команды, все возможное мы, конечно, выжили. Наша окружная команда вошла и в число призеров всероссийских соревнований по разборке и сборке автоматов, заняв почетное 3-е место. Отрыв между победителями составлял какие-то доли секунды. Что касается строевой подготовки, то здесь, увы, спортсмены откатились на 18-е место. В результате это сказалось на том, что в общекомандном зачете сборная Югры с 1-го места спустилась на 4-е. Итог, я считаю, очень достойный, потому что в этом году не проводился учебно-тренировочный сбор, в отличие от прошлых лет. То есть команда собралась, даже 2 человека, они очень решали, конечно, роль именно в командных действиях, именно в строевой подготовке. Немножко не получились определенные элементы. Ну а так в целом команда, конечно, очень ровно, достойно выступала, боролась. И с результатом, практически с максимальным результатом для данных условий мы вернулись из города Краснодар. В целом, отличных результатов на всероссийском уровне удалось достигнуть благодаря хорошей физической подготовке наших спортсменов. Большинство из них занимаются полиатлоном. Он включает в себя комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие у занимающихся основных функциональных систем физических качеств и прикладных навыков. В него включены упражнения из разных видов спорта – легкой атлетики, плавания, гимнастики, полевой стрельбы, лыжного спорта и других видов. Развитие выносливости, скорости, силовых качеств, а также навыков стрельбы помогает молодым людям стать защитниками Отечества. Основная масса команды это на базе пловцов была создана изначально.
том году они уже были третьими на России. Вроде бы небольшой шажок для этой команды назад был по общекомандному зачету, но свои виды они сделали, хотя призов получили больше. И в личном первенстве у нас 1, 3, 4, 8, 10, 11 из 380 человек. Это очень достойный результат. Участие в выездных соревнованиях дает большую возможность всем спортсменам выявить для себя какие-то слабые стороны, чтобы в перспективе усилить подготовку по данному направлению. Так, с 11 июля сборная команда Югры вновь начала усердно тренироваться и готовится к участию в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоится в городе Владимир с 23 по 29 августа. Со всего округа приехали ребята, мальчики, девочки по 3, по 4 ступени. Создана команда, 8 человек, расширенный список 11 человек, они все готовятся попасть в команду окружную и достойно выступить на финальном, на втором фестивале всероссийском по комплексу ГТО. Приехали они в Радужный. И это уже благодаря спорткомитету, департаменту спорта Ханты-Мансийского автономного округа, благодаря нашему колледжу ЮКИОРу, Югорский колледж Олимпийского резерва, благодаря людям, которые занимаются в округе, именно поднимают ГТО. Поэтому я думаю, что результат тоже будет, ребята готовятся. Подготовку к предстоящему фестивалю совместно с радужнинскими школьниками проходит 5 спортсменов из Нижневартовска, Мегиона, Пойковского и Ханты-Мансийска. Именно в нашем городе. А связано это с тем, что Радужный второй год подряд становится лидером зимнего и летнего фестиваля ГТО. Потому департамент спорта ХМАО Югры решил подготовку проводить на спортивной базе Радужного и под контролем наших тренеров, которые воспитали спортсменов, показывающих высокие результаты. Нацелена будет подготовка ввиду того, что бассейн все-таки в летний период закрываются. Все, в принципе, бассейны практически во всей стране, на профилактике всевозможные и так далее. Будем делать акцент на легкую атлетику, на стрельбу. В легкой атлетике там и прыжок в длину, и силовая гимнастика будет. Поэтому тут видов много, 8 видов. Каждый нужно подтягивать, поэтому работы очень много. Учитывая, что многие ребята разъехались, занятия по 2 раза в день проводятся с теми, кто остался в городе. После тренировочного процесса в состав окружной команды будут отобраны те, кто покажет наилучшие результаты. Именно они и будут представлять честь нашего региона на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Замира Шерова, Вадим Гордеев, телекомпания РТВ Информ.